Доброе утро, ребята. Нерюнгри пройден. Идем дальше. Температура плюс 8, дождь. Сейчас смс-ка пришла. Ну, это же как его, МЧС или кто там рассылают-то. В Волданском районе ожидается дождь со снегом. Как-то так. Ну вот сейчас 8 градусов, севернее идем-то, наверное, тоже будет падать температура. В районе нуля, наверное, будет. А так в целом нормально. Шагаем дальше. 750 километров осталось до Нижнего Пестяха. Сегодня к вечеру тут должны приехать. Прямо обязательно. Переночуем также и с утречка поедем на паром. Как-то так. Откуда вас столько берется-то? Вы чё? Охренеть. Все гоните и гоните. В общем, сейчас у нас Тит, перевал, дождь, там сейчас грязище, наверное, по колено, ё-моё. У меня, в принципе, машина и так не чистая. Я уже месяц, наверное, не мыл ее. Все некогда. Да сейчас и погода тоже. Ну что ее сейчас намою и что вот в такую погоду? И толку, да? Чтобы проехать 200 метров, я обратно чумазом быть. Как-то не резон, по идее-то. Давай, блин. Быстрее там ХАМАС едет, ты уже успеешь. Газу. Красавчики. Не за что. Так, еще один остался, да? Успеешь, нет? Давай. Газового. Давай. БМВ тем более. Давай газу. БМВ X1. Красавчик. Не за что. Там еще едут, да что вы. Так, в общем, ладно, поехали. Сейчас включимся на Тите. Тит, перевал Тит. Знаете, ребят, что мне напоминает вот это здание. Завод какой-то, что ли. Постапокалиптический мир, да, вот типа Сталкер, да. Еще вид такой. Здание старое. Знаете, вот Сталкер, игра же есть. Или Fallout, там, правда, американские американские виды, но тут наши российские. Прямо такой вид, это что-то с чем-то. О, господи, что это? Разгружают экскаватор. Или наоборот, загружали его. В общем, Сталкер. Кто-нибудь играл же в Сталкер? Там же вот такого антуража. В общем, двигаем дальше. Сейчас посмотрим, будет ли снег. Ручей Семеновский. Хера себе ручей. Не ручей, как целая река. Так, что там? Дорожники, да? Что-то делают. Чульман. Ой, блин.
Чульман. Встречи вроде нету. А, тут асфальт положили кусочек. Так, Якутск 756 дизель. Что-то стоянка. Тут я что-то, по-моему, тоже ночевал как-то. О, смотрите, какая церковь. Старенькая. Видно, да? Из дерева. Вообще, да? Так люди живут. Ну и сопки. Опять спуск, опять подъем. Река Чульман. Слушай, у них равна, но здоровая, да? Сейчас она и вода. Дожди. Течение такое нормальное. Но она такая, не глубокая. Не, ну места-то есть, наверное, что глубокие, просто здесь она не глубокое, дно было видно. Так, осень, глубокая осень здесь уже. Если где-то в средней полосе на западе, так еще и там особо-то и не чувствуется, то здесь уже прямо конкретно. Был какой-то участок, я оттуда с Якутска шел перед Нерюнгри на спуске. Такой я прыг-скок поймал, у меня аж зубы клацнули. Ну что-то я смотрю, вот кусочек асфальта, вот это здесь было, в каком-то месте. Как подлетел, ё-моё! Думал, все, хана, сейчас в машине будет. Ну ничего, выдержала. Поэтому аккуратнее надо здесь. Еще и тоннаж-то у меня такой нормальный. Чульман. Где-то здесь было это. Ой, блядь. О! Может, и здесь где-то и было это все. Алтеза. Ладно, вот этот перевальчик тоже бодрит. Смотрите, блин, покажу, нет. Видите, дорога там внизу. Сейчас мы вот так вот. Ладно, хорошо, что асфальт сделали. Ага, асфальт. Я забыл же, его не до конца сделали. Да, уже не полностью. Так, давай-ка мы обгоним его. С Киргизии волочка. Вон там сопка, а на сопке белая. Это снег у нас. Плюс 4, еще, наверное, градуса 3. И, возможно, снег пойдет. 3-4 градуса и все, 0. Так, приближаемся к перевалу Тит. Осталось немного, сколько я помню. Следов куча на асфальте. Прямо бороздки от колес. Буксовали здесь, шлифовали.
возможно, Тит перевалим, и там уже другая климатическая зона, возможно, будет. Оно прям иногда заметно. Бац, резко, и деревья меняются, другие. Природа меняется. Иногда это прям очевидно видно. Очевидно и видно. Очевидно и невероятно. Так. Снова подъемы. Что у нас тут? Морковка. Поедем дальше. И спуск. 500 метров, 7 градусов. Так, ну ладно, едем дальше. Сейчас Тит у нас будет. Включимся там. Ух, там грязище 100% по колено. О, смотрите, видите, гора. А ее вершина, она вся в снегу уже. Видно ли нет? Должно быть видно. А, ну вон еще. Да, снег уже лежит во все. Но он не в этом, в облаках спрятано. Но я думаю, видно. Да, вот перевал. Начинается, асфальт заканчивается. И... Опа. И горячо любимый Тит перевал. Сколько же здесь дальнобойщиков висело-то, ё-моё, да, за всю историю вот этого перевала. Так. Окно запотевает. Включаем на окно. Шумит немножко. Так, ну давайте поближе подъедем уже. Да, и снег похоже. Дождь со снегом. Вот представьте, вот по такой каше сколько километров. Да, уже все вершины в снегу прямо. Капитально уже снег лежит и не тает. Информационная табличка 31 августа 2025 года. 4,8 километра. Ремонт автомобильным. Вот как раз таки вот этот участок-то, сам Тит. Ой, блин. Так, идем, поднимаемся. Да, он, конечно, он ужасно, блин. Вот там вот участок один плохой есть. Поднимаемся, ребята.
и как бы и без снега-то тяжело поднимается машина-то груженная. Я представляю, блин. Идем на 4-й. Вроде тянет. Сейчас вот так вот и поворот еще наверх. Там вот многие встают тоже на этом повороте. Да уж. По идее, вообще бы много счесать бы сопку, в плане убрать, ну вот так вот сделать, чтобы не такой острый угол был. Но тут, считай, камень же, это взрывные работы надо делать, как на Урале-то, то есть дорогу перекрывать, взрывать. По идее, я бы как бы так бы рассматривал, но похоже, здесь так не делают. Угол немножко уменьшить. Хотя бы, да, на пару градусов. На камере не видно уровень. Идем, еще поднимаемся. Как они тут планируют, я что-то вот пока... Нет, они, похоже, ну ничего не будут счесывать. Хотя вон экскаватор-то работает. А, они там трубу хотят положить для воды. Так. Ладно, позже включимся. Вон старый мост, видите, дорогой. Она местами, видите, как она пересекла. И вот она сюда уходила. Здесь шла. Частенько она попадается, еще остались контуры старой дороги. Она получается, ну вот так идет вдоль, то слева, то справа. Где-то там раньше видел мост тоже старый бетонный. И в общем дорога идет, она уже там стала зарастать. В общем, как-то так. Что у нас сейчас? Алдан. Наконец-то Алдан. Сейчас дозальемся литров 300. Потому что я иду с расходом просто огромнейшим. Но тут по-другому никак, потому что я же говорю, сильно груженный, и у меня нырки прям каждый вот малюсенький провал у меня шакмал просто ныряет и потом вверх подлетает. Я, честно говоря, устал уже вещи собирать. Я уже так валяется, опять слетела. В общем, пускай лежит. Что их собирать-то, если она опять сейчас вылетит? Ага, да, вот здесь мы с Вованом встречались, кофе пили. Что еще? Едем, идем еще дофига километров прямо. Я только половину сейчас пройду. Но мне надо сегодня приехать, поэтому поедем по темноте. Сложновато будет, конечно, но ничего не поделать.
Надо завтра с утра переехать Лену. Потому что с такой погодой сейчас опять подлечу. Опа, бляха-муха. Ладно. Такая здесь природа. Поехали дальше. В общем, на заправку заехал. Саханефтегазсбыт. Вы не поверите. У меня опять воздух выходит. Я опять из-под фильтра стараюсь. Блять, расцепляться. Ой, блин, Что за геморрой, блин? Куда уходят? Ну опять я тут ничего не увижу. Кто-то там из подписчиков писал: а что ты не залезешь? Ребята, тут не пролезет. Тут ребенок не пролезет. Да, в прошлый раз у меня фильтр-то открутился. И похоже он опять то же самое. Блин, огруженные расцепляться, это, конечно, сейчас 27 тонн. Фу. Ладно. Не было печали. Короче, отъехал. Тут более-менее ровная площадка, асфальт. Ну не с колеса же, опять же, правильно? Заколебало меня. Сейчас буду расцепляться, досмотреть. Ну это я зажигание включил звук. Блин, опять все соединил. В общем, сейчас, тут сколько я искал? Минут 5. Найти не могу. До половины воздух ушел быстро. Сейчас, короче, полностью расцепляться. Я просто боюсь выезжать. Я сейчас чуть-чуть-то начал выезжать. Этот просел 27 тонн, как бы не хухры-жмухры. Вот сейчас что-нибудь случится, я не смогу заехать, вообще жопа будет. Сейчас еще опущу первым. Выехал. Где-то вот здесь вот. Начал опускать и прицеп начал опускаться. Сейчас задрал его чуть-чуть, еще поднял. Попробую. Ох, как эти лапы кряхтят. О, все, опустилось. Видите, появилась щель. Главное, чтобы выдержали лапы. Сейчас покурю, постою, чтобы это подождем. У меня просто у товарища так было. Он тоже что-то расцепился. И представьте, у него не посмотрел, и прицеп провалился. Ниже седла стал. То есть он даже максимум опустил. А жопу-то на тягаче все равно не смог залезть. Он говорит, я там намаялся.
Бегал, искал, в итоге, по-моему, он сказал краном. А он тоже там 20-кой был гружен. Не пустой. Пустой-то там каром можно было подъехать. А еще встал в каком-то месте. Кран, короче, вызывали. И кран как-то снизу вот так как-то продевали и поднимали, и он заехал. Вроде держит. Я просто не хочу выезжать. Но представьте, вот эта поломка, вдруг что случится, там где-то, где нет цивилизации, да? Вот встану я где-нибудь посреди тайги. Ну и жопа будет. А воздух быстро уходит. Где-то 5 минут уже все. Это хорошо, я успел. Сейчас на заправке услышал. И отъехал. Двигатель. Пока воздух есть, выехать. Передача включилась. Ладно, сейчас провода отсоединю полностью. Я, в общем, понять не могу, откуда уходит воздух. Честно говоря, мне этот воздух надоел уже. Там-то ладно, блин, хоть тепло было в Амурской области. Откуда он идет? Уже все побрызгал. Опять из-под фильтра, да нет? Откуда-то с другого места идет. Так, сейчас буду искать. Прикиньте, ребята, хорошо у РЖДшников куртку надыбал. Когда колесными парами грузился, я говорю, дайте какую-нибудь, не жалко. Далее. Прикинь, бля, нашел. Все излазил. Видите вот это с колечком? Видали? Это вообще как понять, блин? Какого хера, блин? Сейчас попробую туда побрызгать. Не подлезть, блин. Где это колечко-то? Не вижу. Видите, да? Из-под него, блин. Первый раз такой вижу. Твою мать, а? Фу, блядь. Все излазил. Сейчас буду советоваться. Туда не подлезть, блин. В общем, на бруски наехал, чтобы повыше было. Короче, я его пошевелил. Сейчас вот сорвется, да, и вот этот штырь мне говорит, да нахер. Я его пошевелил. Перестал идти, кстати. Красавчик. Бля, а там болт. Ну это яму надо, мне сюда не подлезть, бля. Все, что ли? Все нормально? Ты мне мозги делать не будешь? Сейчас выключу. Ну что? О, бля, весь мокрый. Все. Вроде все. Не идет. Я не слышу. Там, блин, скамейка тарахтит. Вот это пипец ты мне мозги сделал. А ёманый вы. Фу, бля.
Ой, блин. Все. Сейчас съеду, зацепляюсь. Мне надо ехать. Но это не дело. Качество запчастей, да, вот этих китайских. Получается не очень. Проблем столько. Я времени опять столько потерял. Ладно. Так, ребят, ну что? Фу. Блин. Да, что-то мне этот воздух прямо доставляет. Ну, блин, качество запчастей вот этих всех оставляет желать лучшего. Вот в чем дело. Короче, вот этот клапан пошевелил, весь воздух вышел. Ну, машину заглушил, весь воздух вышел. Он там, наверное, ну, свое место, может, стал, хрен его знает. Вот, и когда завел, смотрю, все, не уходит воздух. В общем, там прочищать надо. Вот, а там не подлезть, это яму надо человечески, все 3 снять, там 3 их оказывается. И все, и промыть, почистить, там, в общем, поставить заново все. Как-то так, наверное. Фу. Блин, нормально вымок весь. Сейчас главное еще не заболеть. Так, ну что, ладно, выезжаем. Сейчас до кафешки Томот. Населенный пункт, деревня, там кафешки покушаю. Да надо дальше двигать. Сегодня надо вот Якутск 527. Правда, уже, блин, столько времени потерял опять с этим воздухом. В общем, надо идти дальше, шагать. Обязательно сегодня надо приехать. Прямо обязательно, чтобы завтра переехать и разгрузиться уже. Так что вот как-то так. Слава богу, что не серьезная поломка. Это можно даже сказать и не поломка, а так легкое недоразумение. Просто оно, я-то в чем, видите, переживал в плане, что, ну, я уже говорил, что найти надо было причину утечки, да, то есть, ну, представьте, я из населенного пункта выезжаю, и у меня что-то с воздухом еще хуже происходит. И все, и представьте, не цивилизация в тайге где-то остановиться, ну, не хотелось бы, то есть, как бы, можно было на свой страх и риск дальше поехать, но зачем испытывать, как говорится, судьбу и дергать за яйца, когда можно здесь, в населенном пункте, проверить, найти причину утечки. Как-то так. На прицепе, конечно, проще, туда и подлезть проще. Фитинг отрезал, как бы, поставил фитинг, все, и дальше поехал. Вот так. Тут с тягачом, конечно, тут шутки плохи. Как бы не стоит с тягачом, с воздухом шутить. На прицепе еще ладно, многие даже не обращают внимания, ездят и на стоянках, там, где видишь, шипит прицеп. Ну, люди не обращают внимания, так работают. Ну, я хрен знает. Я не люблю, когда воздух у меня где-то уходит. Это ненормально. Вот, это не должно быть так. Вот тут такой неудобный перекресток. Нам прямо надо. А здесь нужно пропускать отсюда машины. Он справа идет. Так что как-то так. С воздухом не шутят, я так понимаю. Но вот в любом случае, как бы, опыт растет, я как бы решаешь, когда проблемы, но все равно ты же узнаешь, как, что, вот это все дело. Поэтому учимся.
Я вот лично учусь, я смотрю, как это все происходит. И КамАЗ меня научил, что с воздухом не надо шутить. Я рассказывал про КамАЗ, когда там... Сейчас вот с Вовкой созванивался, он говорит, да навряд ли, говорит, там все нормально. Просто этот, на перевале летит, там же луж много. И машина-то низкая. И, соответственно, где-то, может быть, по луже, и вот эта вся грязь, вода вот попала туда и забила. Сейчас пошевелил, и все нормально. Как-то так, наверное. Ну, в общем, в любом случае, теперь я хоть знаю, что, может быть, у меня и такая проблема возникнуть. Так что, если что, буду иметь в виду. Ну и вы со мной, соответственно, тоже. Ну ладно, едем дальше. Так. Угу, оказывается, по-моему, называется. Тут покушаю. Взял рассольник. Жаркую. Что-то и это суп, и это суп. Ладно, бог с ним. 530 рублей. Приятного аппетита. Так, ребята, ну наконец-то я добрался до Бестяха. Что-то последние километры мне так тяжело. Это, блин, спать захотелось. Я уже давай по щекам себя хлестать. Окно открыл, музыку погромче. Так, ну что, сейчас на светофоре налево. И будем ночевать на... Господи, на причале возле реки Лена. Тут налево. Блин, мне бы в ДНС попасть. Надо зарядку для телефона купить. Что-то я купил эту одну на заправке. А она то заряжает, то не заряжает телефон. Хрень полная. Так, и все, почти закончили. Я вот еду, думаю, записывать ли мне завтра переправу. Вообще не едет. Вот на той стороне Лена у нас. Ой, Лена, Якутск. Заговариваюсь. Вот, и соответственно, я-то в прошлый рейс записывал, как бы, или записать уже разгрузку. Посмотрим. Там что у нас? Самое главное завтра без приключений перебраться на тот берег и обратно вернуться, заехать на паром. В общем, не повредить машину, не поцарапать, не покоцать, ни пластик, ничего не разбить. В общем, аккуратненько надо завтра заехать и выехать. Вот. Рейс что-то тяжеловато, честно говоря, дался мне. Ну, тоннаж сказывается тоже. Что-то записывать, не записывать, видно ли? Видно вроде. Так что я сейчас встаю сразу же, зашториваюсь. У меня тут на прыг-скоках на полу все валяется. Я даже собирать не буду. Я сразу же зашториваюсь, все спать. Что-то я вымотался. Последний километр уже еду. Да когда же, уже такой смотрю на количество километров, да когда же я приеду-то?
еще паром работает, да? Нет, я уже на сегодня не хорош, не парома еще. Уставший. Там ювелирно надо ехать. В общем, смотрите, ребят, я уже объяснял. Кто, если вдруг не знает, вот смотрите, видите, здесь первый поворот на паром. Вот. Сюда очень много машин ходят. И легковые, и грузовые. Я предпочитаю на второй паром переехать. Там компания Аям, насколько я помню. Аям. Что-то как-то мне кто-то говорил, как она расшифровывается, а я забыл. Чуть дальше проезжаем, и здесь будет налево еще один сворот. Сейчас и выйдем. И там вот будет надпись Аям. Я вот сюда заезжаю. Да, вот видите, паром налево. Тут и машин поменьше. И заезд, говорят, нормальный. Там похоже. Ну, не знаю. Да, вот ассоциация строителей Аям. Паромы. Также принимают и наличку, также перевод на телефон, по телефону. Чек дают, кассовый чек, ну, отчетность. Фига, прицеп какой американский. Тут, короче, много американских прицепов. Че, снимаем все до завтра, что ли, да? Так, и все, вот здесь направо, и вот здесь где-нибудь встанем сейчас. Как-то так, вот тут бетонные блоки, аккуратненько не задеть их по темноте. Ну тут если по темноте, а бывает, что и ты днем можешь приехать. Ну днем-то они работают. 4 парома, как мне сказал моряк. Я уж не знаю, как у них там должности называются. В общем, так, проходит, у меня хвост проходит. Все, и вот прямо вот так вот напротив Лены-то и встанем. В общем, ехал-то по трассе -4 было температура. Сейчас вот смотрю, к Лене-то спустились +2. То есть она еще тепло отдает. Лена. Нормально. Не так холодно. В общем, все, ребята. Я приехал. Осталось еще немного. Завтра перебраться. Фу. Ну все, ребят, спокойной ночи. Ох, у меня бардак здесь. Все повылетало с полок. Все, до завтра, спокойной ночи. Сейчас как в люльку. Сладко спать. Так, доброе утро, ребят. 6 утра. Так, сейчас надо аккуратненько заехать. Свежо на улице. +2, но прямо реально свежо. Уже один паром отходит. Ну, вот с того причала. Так, ладно, сейчас. Блин, я ж хотел прицеп поднять. Бля. Так, ответственный момент.
Главное не повредить ничего. Ждем командира, отмашки. В этот раз, ребят, меня первым поставили на выезд. Все нормально, заехал. Ничего не задел. Такая вода. О, ветерочек свежий. Все, сейчас будем ждать. Свежо. В общем, сейчас поплывем. Свежо, короче. Доброе утро, страна. Как дела? Мы снова плывем. Ладно, ждем. Так, ребят, ну что, плывем. Плывем. В зарядке стоит телефон. Сейчас покажу. И вот там у нас. Ждем. Причем, что-то я сейчас смотрел, но, ребята, то ли Яндекс уже белое показывает, это типа лед, что ли, уже. Интересно. В общем, мы будем съезжать не вот здесь вот, а вот тут вот здесь вот будем. Поднимемся и вот здесь вот встанем и поедем. Сижу, выбираю дорогу, как ехать. Как-то так, в общем, ладно. Ждем. Шагаем, ребята. Как меня в прошлый раз сказали, не плывем, плавает говно. Исправляюсь, шагаем, ребята. Не докапывайтесь до слов. Да, тут глубоко. Прям реально глубоко. Чувствуется. И свежо. Смотрите. Сейчас вот так. Бэм! Ага. Наругают еще. Как-то так, в общем. Свежо на улице уже. Просторы. Масштабы. Ладно, ребята. Сейчас главное съехать нам. Поедем на разгрузку. Наконец-то выгрузим эти трубы. 27 тонн которые. И все. И поедем обратно на переправу. В Нижнем Бестяхе будем грузиться. Так что вот как-то так. Надеюсь, сегодня успеем загрузиться. Вот. Ну все. В общем, тут прямо из кабины у меня будет пришвартовка, что удобно. Выходить не надо. Надеюсь, нормально встанут, у меня не будет сильный перекос. А чтобы нормально встать, нам надо поближе к берегу, чтобы вот это вот мостик этот прямо лег хорошо на землю.
плотничком, как говорится. Приближаемся. Кстати, вон туда уже заезжает машина. Мы также будем. Что-то в прошлый раз я вон там вот выезжал, а здесь заезжал. Что-то они переиграли. Теперь там заезжают. Так, подъемчик такой нормальный здесь. Блин, первым выезжать, конечно, зараза. Там распахано, здесь нет. Ё-моё. Смотрите, здесь мягкий грунт. Так, давай-ка ближе еще, дружок. Капитан. Или там дно не позволяет. Что-то как-то криво. Куда поплыл? Интересно. Ждем. Что они делают? Странно, да? А, он сейчас вот так вот. Ага, понял. Блин, мягкий грунт, вот что меня беспокоит. Тут-то все двухногие. О. Что-то криво как-то. Вообще криво. Смотрите какой. В общем, идем по Якутску. Я тут хрен его знает. Везде знаки стоят. Грузовым запрещено. Ну, вернее, вот сейчас я свернул. Ну, а что делать-то? Мне же на разгрузку надо как-то попасть. Вот и приходится нарушать. Якутску привет! Забыл сказать, если вдруг кто меня с Якутии смотрит, с Якутска, огромный привет! Привез я вам металлоконструкции, так можно назвать. Сейчас я так и не понял, что там строят. Что-то мне, по-моему, кто-то говорил, музыкальная школа. То есть в прошлый раз я филармонию привез, строилась, да, строится. А сейчас музыкальная школа. Сейчас посмотрим, могу ошибаться, 100% не уверен. Якутянам привет, Саха. Какая девушка интересная идет. Наушники такие модные.
общем, сейчас мы по какой-то улице поедем, а по какой? А по какой? Вот тут прямо. И там где-то мы выйдем. Район птицефабрика. Ой, какой краун, а! Какой краун! Черный краун. Это... Да, блядь, твою мать, а! Вы что меня пугаете с утра пораньше? А? Сигналите по духу, блин. Испугали. У меня же окно открыто, прям по духу. Там девушка за рулем, она хотела, моргал зеленый, она хотела остановиться, а сзади посигналили, чтобы она дальше поехала. Продуктовый маркет, лавка, акварель. Остановки вот такие здесь, как сказать, стеклянно-деревянно-бетонные. Я так понимаю, я прямо чуть ли не по самому центру еду, да, не будем наглеть. Прямо вот на моргающей и остановимся. Я не знаю больше, какая дорога здесь есть. Там что-то была какая-то объездная. Но... Да нет, я бы не сказал, что она... Я бы на эту же дорогу бы и выехал. Скорее всего. Да. Ну... Как бы да. Так что нормально. Торговый центр. Четырнадцатый регион, если кто не знает, в Якутии. Так как здесь населения немного, у них даже еще нету этого. Ну, как в других крупных регионах, да, допустим, вот как в Башкирии 0,2, потом 102. Не хватает, когда знаков 702 сейчас у нас в Башкирии. Вот. А здесь еще только пока 14, как бы, и запаса хватает. То есть, по идее, следующий, наверное, будет 114. Если когда будет не хватать. А пока я смотрю, нету все 14 регион. У бати. Табачная лавка. Пиво у бати. Батяня! Ну, знаков я не вижу теперь. Грузовым запрещено. Так что спокойно катим. Сейчас видел реклама баннера. На баннере. Ювелирная компания УРУ. УРУ, там девушки такие красивые. Якутские алмазы. О, смотрите, какой рисунок на доме интересный. О, смотрите, какой красивый. Это, я так понимаю, дерево. Как оно, священное это дерево, да? У скандинавов, как оно называется-то? Где этот-то? Блин, ну скажите мне, скажу. Священное дерево-то там Игдрасиль, нет, путаю. Сейчас вот так на память так. Ну где у скандинавов бог-то Тор, вот этот Зевс. Нет, Зевс это у других, да? Не Зевс. Смотрите, какое дерево. Это, наверное, вот это тоже, наверное, символизирует, может быть. Не могу сказать. Не знаток.
смотрите, баннер. Бриллиантовый цирк ждет вас. Приходите всей семьей. Что за бриллиантовый цирк? Я, кстати, когда в Якутии жил-то, в Удачном, частенько приезжали в Удачные вот с якутско бриллиантовой компании. И представляете, я вот удивился, АБК, здание обычное АБК, да? Я туда приезжал в столовку и смотрю, они вот просто столики поставили. Вот представьте, столики, и все в открытую лежат золото, кольца, серьги, бриллианты. И знаете, что меня удивило? То есть, если ты в ювелирку заходишь, там смотрите. Россия, Якутия. Ух ты, там какое здание. Так вот, прямо вот столик. Ну, красивые такие, хорошие столики. И, ух ты, смотри, какое еще здание. Кстати, в этой части Якутска-то и не был. Первый раз еду сам. А, это что-то единоборство спортивное. Чолбон, плавательный бассейн. Каре, ресторан. Так, что нам прямо? Нам прямо. Едем. Успеваем. Успеваем. И в общем, я не могу никак рассказать-то. И представьте, здание АБК, административно-бытовой комплекс, расшифровка, кто не знает. Это для работяг, там столовки, там переодеваются, там какая-никакая там гоковская инфраструктура, то есть там, по-моему, раньше там сидели с карьера, мастера, там, ну, в общем, понимаете, в чем суть. И на первом этаже вот приехала якутская компания, вот столики поставили, открыто все, и выложили вот товар. Я когда подошел, я не то что был я удивлен, я охренел от дороговизны, условно, кольца, либо вот женских этих серьг. И так в открытую. Ну, то есть они лежат, можно. Ты уж, конечно, разрешение спрашиваешь, там поближе посмотреть. 800, миллион. То есть там бриллианты, прямо бриллианты. Ценник, да, это в какие года-то еще было? Миллион, 1,5 миллиона, что-то такое, там порядок цен, представляете? И я такой на эти цены, такой, ни хрена себе, вот это, да. И все так в открытую. Ну там потому что город-то, ну как бы тебя найдут быстро. Город там небольшой, и как бы дорога и самолет, аэропорт. Ну то есть ты никуда не убежишь, тебя махом найдут. Музхая ресторан. Кстати, я здесь первый раз сам. То есть как бы якутские компании ювелирные так нормально. Додо пицца. И тут есть Додо пицца. Шаурма. Тоже что-то строится, вот стоят. ДТП, да? Так, стопы, а мы-то проедем. Это что-то заболтался. Блин. Так, справа-то. Что по встречке тогда? Вот ты автобус молодец, красавец, красавчик. Ладно, он торопится. Смотрите, на домах. О, спортивный комплекс «Юность». О, смотрите, какой там дедушка. Крут. Студенческие отряды Якутии при поддержке президентского фонда. Что-то там инициатива. Прикольно. Тут центр спортивной подготовки «Триумф». Круто там.
Молодцы, молодцы. Оба, оба. Ух ты, смотрите, какая лошадка на доме. Блин, не могу заснять. Видно, нет? Смотрите, какая на доме красивая лошадка нарисована. Оба, оба. А, во. Я вот же сюда привозил. Блин, а тут мост-то. А что нету-то ножа? Я думаю, нормально все будет. Вот видите комплекс, я вот сюда привозил-то эти. Что я сюда привозил? Тоже металлоконструкция. Слушай, она на мосту-то ножа-то нету. Вот это здание, это у нас как же, подожди. В общем, здесь комплекс будет, здесь этнический центр. А потом что-то тоже с музыкой связано. Как же назвали-то его? Вот это вот здание сюда я привозил. Вот этим краном разгружали меня. Они его строят. Что-то тут замораживали. Потом заново возобновили стройку. В общем, здесь будет конференция, зал, что-то такое. В общем, здесь с выступлениями, возможно. Этнический центр. Круто. Так. Ладно. Смотрите, тут, я так понимаю, новый микрорайон, что ли, строится. Смотрите, вон дома. Тоже видите, кстати, на доме символ дерева. А в язычестве, по-моему, у шаманов тоже, шаманизма есть священное дерево. Могу ошибаться. Где-то я что-то читаешь же, и что-то остается в памяти. У скандинавов, получается, видите, вот эта история похожая с деревом. Здесь также в шаманизме, в язычестве. В общем, это вера очень древняя. Так, Арктический государственный агротехнологический университет. Ничего себе, арктический, прикиньте. Агату. Арктический. Что вот. Смотрите, какое красивое здание-то. Необычное. Тут в Якутии, я вот смотрю, даже вот по стелле, можно сказать, она, сколько я регионов проезжал, блин, такого не видел. То есть с душой подходит к этому делу. Якутская городская больница номер 3. Смотрите, она как-то вот край идет вот так кругом. Красиво. Универсам, зеленое яблоко. Так, грузовым запрещено. Отлично. Отлично. Как тут проехать? А тут больше другой дороги. Ну, я же на разгрузку еду. Как бы окей. По закону можно. Я не транзитом иду. Тем более стройка. Вон там еще строятся дома. Вот, смотрите, красиво, да? Необычно. Мои документы. Центр государственных и муниципальных услуг. Так, и тут кольцо, и нам надо вот туда прямо. Сейчас мы когда-то перестроимся. Так, ладно, позже. Так, ребята, ну все, я приехал. Кстати,
Я ошибся. Это объект котельная. Птицефабрика, второй этап, паспорт объект. В общем, котельную строят. Так, ну что, теперь мне предстоит бок открыть, потому что я ремни не смогу освободить. Крышу сейчас откроем. Бок открою. Ну и все. И сказали, кран едет. Правда, не знаю, как он тут встанет. Все перекроет, наверное. Или за мной встанет. Так. Ну все. Все, ребята. Рейс закончен. Выгрузят сейчас. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам ролик понравился. Пишите комментарии обязательно. Все. До новых встреч. Я сейчас займусь делом. Ну, бок открою. Ремни скину. Все. До новых встреч. Обнял. Подписывайтесь. Что там еще? Оставляйте обязательно комментарии. Все. Пока-пока.